Спасибо большое за приглашение принять участие в вашей конференции. Я надеюсь, на ваших экранах отражается моя презентация. Ничего не перекрывается, видно? Так, тема моего доклада – выставочные проекты и культурно-образовательные мероприятия Музея истории государственности татарского народа Республики Татарстан. Музей истории государственности был образован в 2006 году и находится на территории Казанского Кремля, входит в состав музея-заповедника Казанский Кремль. Находится в северной части, в этой части, именно эта часть была самая древняя от Казанского Кремля, позже она будет расширена, исторически в 17 веке произойдет. И здесь же рядом с нашим музеем находится дворец президента, президента Республики Татарстан. Здесь находится также комплекс, где кабинеты руководителей и советников президента. Другими словами, вот эта вот вводная часть о том, что музей располагается в той части, где вся основная политическая государственная работа в республике ведется. Музей истории государственности освещает период 2000-летней истории и рассказывает об истории татарского народа, его предков, делает основной акцент на формировании государственности, о создании первых степных империй Евразии до событий новейшей истории республики. Научными сотрудниками, кто разрабатывал концепцию Музея истории государственности, являлись специалисты из Института истории имени Шарафуддина Марджани и Института и Казанского федерального университета. Концептуальным замыслом являлось зарождение и развитие эволюции государственности, ряда политических общностей тюрко-татар посредством представления знаковых артефактов. На этом слайде мы можем увидеть гунские котлы, чуть дальше представлены мечи эпохи Волжской Великой Болгарии, Кубрат-хану принадлежавшие. И в экспозиции представлено большое количество карт, чтобы люди, попавшие в музей, могли посмотреть и определить, где находились эти государства территориально, с кем они соседствовали. Здесь также представлены в экспозиции нумизматика, документы, фотографии, есть информационные киоски, где можно дополнить свои знания, как-то отдельно про культуру узнать, отдельно посмотреть про материальную часть, какие есть религиозные культуры. Дополнительным элементом является интерактивная карта, которая показывает динамику, как государство образовывалось, на какие части оно потом распадалось. Также есть и аудиоточки, которые помогают немножечко расширить представление, чтобы это своего рода служит дополнительным погружением. В любом случае, люди, которые приходят в наш музей, это получается таким тоже концептуальным нюансом было при создании музея, что каждый человек сам определяет для себя степень погружения. Он может вычитать все информационные киоски, посмотреть ленту времени, интерактивные элементы, либо же пройтись по верхам, познакомиться именно с картами, чтобы общее представление иметь, и дальше уже двигаться в другие музеи Казанского Кремля. У нас разграничения представлены как древние мира, так и современности. Здесь на кадре представлен эпоху 16-19 века, образование новых политических движений. Отдельно можно посмотреть предметы, которые представлены в Музее истории государственной, были представлены из фондов музея-заповедника, из Болгарского государственного историко-архитектурного, Белярского государственного историко-археологического природного музея-заповедника. С архивами также ведется активная работа, и предметы также были представлены в экспозиции. Но сама экспозиция, она рассчитана, представляет 2000 лет, и она статичная, то есть чтобы как-то расширить представление о том, как выглядели другие эпохи, может быть, более глубже представить отдельные моменты. В 2010 году в музее был образован выставочный отдел, и на протяжении 12 лет, в котором функционирует выставочный отдел, было проведено более 55 выставочных проектов. Одно из первых, наверное, можно отметить знаковую столицу тюрко-татарских ханств. Она была реализована в рамках программы сохранения культурного наследия «Мирас наследие» и позволила ввести вводный первый проект, который вывел
опыт музея истории государства в выставочную деятельность. Следующим этапом было вот создание географических символов Татарстана, истории современности. Она была реализована к 20-летию государственного герба республики и географическому совету, юбилейные были даты. Вообще большая часть, наверное, выставок, они и о культуре, об истории рассказывают, но и также дополняются какими-то важными юбилейными датами, позволяет менять движение и оставаться всегда на слуху музея, позволяет таким образом. Также вы можете видеть следующую выставку, которая в этом году снова будет мероприятие, посвященное татарскому языку. Мы видим здесь в 2016 году, 5 лет прошло, и будет юбилейная выставка. Кроме того, что делаются выставки, связанные с национальными и традиционными какими-то этапами в истории, ведется еще межмузейное сотрудничество. Здесь представлены музеи, которые приезжали в Казань с проектами, с выставочными проектами и позволяло расширить представление не только на территории Республики Татарстан, это основывалось. В прошлом году в Республике была тоже юбилейная дата истории от образования ТАССР. В нашем музее были запланированы 3 выставочных проекта. Вы видите название этих проектов на слайде. «Вперед в прошлое», «Первые лица Республики» и «Открытый миру». Они были поддержаны на государственном уровне. Был выпущен указ президента в целях широкого привлечения общественного внимания к важному историческому этапу и вошли в план по реализации культурных мероприятий. Вроде бы все они по столетия, и главная цель была именно активизировать интерес молодого поколения к истории, мотивировать к исследованию исторического прошлого. Мы распределили следующим образом с представленным партнером, принявшим участие в организации выставок. Вперед в прошлом приходила непосредственно в музее, в выставочном зале музея. Она была рассчитана на детей. Как мы видим, здесь представлены как раз такие детские персонажи, и дети знакомились с разными сферами деятельности республики: сельское хозяйство, промышленность, заводы. Большая часть экспонатов была в открытом доступе. Здесь, например, они могли сесть в кресло самолета и попробовать себя в качестве пилота, посмотреть на костюмы команды КамАЗ-мастер, был шлем, который они также могли примерить на себя. Отдельно были представлены предметы эпохи Великой Отечественной войны, потому что в прошлом году было 75-летие Великой Победы. И таким образом маленький зал, который в нашем музее представлен, несколько сфер жизни республики осветил: и культурную часть, и промышленную, и сельское хозяйство. Первая листа республики была посвящена руководителям республики, которые с 1920 года отвечали за успешное развитие республики. Он был реализован на территории бывшего Спасо-Преображенского монастыря, на территории музея-заповедника Казанский Кремль. И разместилась он в 25 информационных тумбах, баннерах. Каждая тумба была летописью о жизни человека, руководившего Татарской республикой. Все биографии руководителей были представлены на платформе Easy Travel. В рамках выставочного проекта был выпущен буклет с краткими биографиями руководителей. И, если я не ошибаюсь, по статистике, по данным, которые мы выводили в конце 2020 года, ее посетило более 700 тысяч человек. То есть, так как она на открытой территории, все туристы, которые приходили в Казанский Кремль, смогли ознакомиться с ней. Это церемония открытия выставки «Первые лица Республики». Закрывающей выставкой 2020 года юбилейной была выставка «Открытый миру». Она была завершающей, как я уже сказала, и представляла собой историю развития дипломатических взаимоотношений Республики Татарстан с ее международными партнерами, историю ее культурного и экономического сотрудничества, поддержания мира, стабильности между странами. И все это было показано благодаря подаркам, которые были представлены в фондах музея-заповедника. Это все, что было подарено первому президенту Республики Татарстан Тимиру Шариповичу Шаймиеву. Вы можете видеть, что выставочный зал у нас, в принципе, небольшой, порядка 80 квадратных метров, но нам удается составить такие форматы, которые
позволяет широкий диапазон 100 лет, 1000 лет, может быть поменьше, может быть вглубь историю человека рассказать. Для того, чтобы все это выставки, это замечательно, все это направлено на то, чтобы привлечь внимание, но музей в силу своей направленности, то есть политическая история, это государственность, она бывает сложна для понимания младшим школьникам. И для этого мы реализуем культурно-образовательные мероприятия. Наиболее популярными среди наших мероприятий является квест «Тайна красной печати». Вот здесь вы можете видеть несколько кадров. Он представлен в виде квеста, и вроде бы должно быть просто такой формат увлекательный, но именно в поиске ответов на входе этого квеста они начинают вникать больше в вопрос, стараются найти ответ, и в конечном итоге уходят наполненные и сознанием того, то есть у них остается закрепленная информация, потому что они ее сами искали и сами потом, получается, нашли. Плюс данный квест является одной из частью программы культурного дневника школьника. И ту печать, которую они находят во время квеста, они ставят свой дневник и потом могут о нем уже более подробно рассказать непосредственно своим друзьям, родителям либо в школе. Вот мероприятия, проводимые в музее, позволяют устанавливать межличностные контакты, активно обмениваться информацией. И Музей истории государственного народа Республики Татарстан служит именно таким моментом развития. Он не остается статичным. Наши планы на дальнейшие работы предусматривают постоянное развитие и дополнение созданной экспозиции, новыми выставками и разработкой новых культурно-образовательных программ.